На одну неделю Владикавказ превратился в центр современного французского фото и кинематографа. Это событие произвело огромное впечатление на жителей Северной Осетии. Мероприятие проводилось под патронажем посольства Франции в России, Министерства культуры Северной Осетии и Государственного музея кино. А сама идея организации недели принадлежит директору компании «Монпарнас», нашей землячки, которая уже много лет живет в Париже, Наталье Марзоевой. И он связан с тем, что мы хотели привести современное искусство французское во Владикавказ, показать его нашей молодежи и нашим горожанам, нашим жителям. Этот проект связан с фотографией из кино. И фотография кино современная, это очень наши сегодняшние парижане, сегодняшние французы. И надеюсь, что он очень понравится Владикавказу. Планируете ли вы в будущем проводить какие-то проекты еще, кроме Да, я надеюсь, что это будет хорошим началом следующих проектов, и что такие возможности проведения подобных проектов у нас будут возникать ежегодно, и что этот проект «Фестиваль недели кино» у нас станет традицией хорошей, доброй, когда мы сможем привозить сюда и итальянское, и английское, и шведское, и финское фотографию, кино, и показывать нашим жителям современные, актуальные темы и их видение в других странах. Но этот проект состоит в том, чтобы не то что поменялись, а улучшились или появились больше возможностей понимания современного искусства других стран у нашей молодежи. Фестиваль открыла фотовыставка в Национальном музее Владикавказа. Посетители выставки имели возможность познакомиться с работами современных французских фотографов Лорана Милля и Клэр Шеври. Основой творчества Лорана Милля является идея передачи мира через предметы, окружающие нас. Клэр Шеври представила нашему вниманию свое видение городского пейзажа. В рамках визита во Владикавказ фотографы провели мастер-классы для любителей и профессионалов фотоискусства. Желающих обучиться оказалось много. А чем тебя привлекли эти мастер-классы? Тем, что это что-то необычное в нашем городе, и научиться чему-то. У нас нигде нельзя научиться фотографии, как самой, пообщаться с профессионалами, научиться чему-то. Он очень оригинально мыслит и необычные фотографии. А тебе самому что интересно фотографировать? Людей. Да? Почему именно людей? Да? Мне интересно передавать именно то, что в человеке, может быть, кто-то не увидит. И красоту в человеке, которая, может быть, на первый взгляд незаметна. В ходе мастер-классов Лоран Милля и Клэр Шеври рассказали о самом искусстве французской фотографии и о том, как надо правильно снимать. А после съемок в зале Национального музея, где выставлены работы фотографов, шло обсуждение работ слушателей. Лучшие из них впоследствии были представлены в отдельной выставке. Это новое течение, необычное в России вообще. Это креативно, и мы подчеркнули очень много. Не знаю, как другие, мне очень нравится. Я как бы открыла один путь к фотографии. Как была крышка, я открыла и все увидела. Он показал новые сюжеты, над чем можно работать. И новая ступень для меня это, что, даже на то, чем мне дальше заниматься в будущем. И он сам как бы хочет дать это, показывает, даже не столько объясняет, он покажет, и раз все видно и понятно. Мне очень понравилось, хороший толчок дало для развития. Вслед за этим 6 мая в кинотеатре «Дружба» состоялось открытие недели кино, на котором присутствовали руководители Северной Осетии, организаторы фестиваля, кинорежиссеры и просто любители французского кино. С 6 по 12 мая здесь прошли просмотры 6 фильмов современного французского кинематографа, которые были впервые показаны на территории Российской Федерации. Подобные показы прошли всего в 4 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владикавказе. По словам Кристель Вержат, атташе по культуре посольства Франции в Российской Федерации, в программу включено 6 картин. Картина «Серафина» – совсем свежая картина, она только что получила 7 важных наград «Сезар» во Франции, а также картины «Свидетели» и «Сердца», которые нам предоставило Министерство иностранных дел Франции для проката за рубежом, и еще 2 картины, которые мы взяли в прокат – «Проведение остатка твоей жизни» и «Те, кто остается».
Эти картины пользовались большим успехом во Франции. Мы решили показать их здесь зрителям и посмотреть, какая будет реакция. На премьеру фильма «Серафина» собралось много людей. Подвел черту перед просмотром директор Государственного центрального музея кино Наум Клейман. Я думаю, что если показывать хорошее кино, то, во-первых, вокруг этого будут группироваться талантливые ребята. И очень скоро появится настоящее большое игровое кино осетинское. Во-вторых, кино — это ведь не только бегающие картинки. Кино — это взгляд в мир, и это средство познать самих себя. И в этом смысле я могу сказать, что французское кино – замечательный проводник в лабиринтах человеческой души и цивилизации. В этом смысле, я думаю, мы можем только благодарить Кристель Вержат и французское посольство, что они с такой щедростью откликнулись на эту потребность. Они не только оплатили права на показ этих фильмов, они сделали, кстати, я должен извиниться, каталог не успел приехать, но он будет здесь завтра, послезавтра. Каталог этой ретроспективы, и те, кто заинтересован, получат его. Они сделали одну замечательную вещь, мне кажется. Они сделали жест в сторону прошлого и будущего одновременно. То прошлое, о котором говорила Кристель, вот то, что связано с действительно традициями французского кино здесь, но это также жест в сторону будущего. Я думаю, кто-нибудь из молодых ребят, которые сидят сейчас в этом зале или будут сидеть завтра, когда-нибудь прославят осетинское кино.